Библиотека Ршаневской сельской библиотеки рада приветствовать вас. Участвуя в акции «История одной книги», я хочу вам рассказать историю повести Валентина Петровича Катаева «Сын полка». Написана повесть в 1944 году. Эту повесть Валентин Петрович Катаев посвятил своему погибшему брату Евгению и сыну Павлу. Во время войны Катаев был военным корреспондентом. Однажды он увидел мальчика, одетого в солдатскую форму, сшитую специально для ребенка. Из разговора с командиром он узнал, что голодного и одичавшего мальчика нашли разведчики в блиндаже. Они привели его в полк, где он освоился и стал своим. Впервые повесть появилась в 1945 году в журнале «Октябрь». Одновременно в детском журнале «Дружные ребята». Тогда же вышла и отдельная книга в государственном издательстве детской литературы. Катаев сумел создать яркую, достоверную, увлекательную историю, передать весь драматизм военных лет, показать истинный патриотизм, который был у всех, от мала до велика. Ваня Солнцев отличается невероятной храбростью, мужеством, умом. Все военнослужащие полюбили мальчугана. Иван – это тот парень, который умеет уважать старших, умеет выполнять возложенные на него дела и нести ответственность за свои поступки. Повесть «Сын полка» обрела громогласную популярность. В 1946 году Валентин Катаев получил Сталинскую премию второй степени. Тематическая новизна повести в том, что Катаев первым из советских литераторов показал войну через восприятие ребенка. Прочитав повесть, понимаешь, что подвиг – это не просто смелость и героизм, а великий труд, железная дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к родине. Александр Фоменко писал: «До войны он мечтал стать пилотом, но войне дела нет до того. Навалилась ему не по росту боль хатыни, та боль на века. Это только читается просто. Сын полка, сын полка, сын полка». Глухой осенней ночью советские разведчики нашли в лесу мальчика лет 12. Родители его погибли в первый год войны. Деревня сожжена. 2 года скитался ребенок в поисках линии фронта. Обласканный и пригретый советскими бойцами, Ваня жаждет остаться в полку, чтобы воевать с ненавистным врагом. Но по распоряжению командира батареи, капитана Янакиева, разведчик Беденко отвозит Ваню в тыл, чтобы определить в детский дом. По дороге Ваня сбегает. И вот он опять в артиллерийском полку. Он участвует в разведке, в боях. Он даже попал в плен к немцам, но героически сохранил тайну расположения советских войск. Освободившись из плена, Ваня в своем родном полку. Капитан Янакиев потерял во время войны всю свою семью. Он мечтает усыновить мальчика, но не успевает. После его гибели Ваню Солнцева отправляют в Суворовское училище. Отдавая Ване погоны капитана Янакиева, полковник сказал так: «Ты был хорошим сыном у своего родного отца с матерью. Ты был хорошим сыном у разведчиков и орудийцев. Ты был достойным сыном капитана Янакиева, хорошим, храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя своим сыном. Помни это. Теперь ты едешь учиться, и я надеюсь, ты не посрамишь своего родного полка. Я уверен, что ты будешь прекрасным воспитанником, а потом прекрасным офицером. Но имей в виду, всегда и везде, прежде всего и после всего, ты должен быть
верным сыном своей матери Родины. Прощай, Ваня Солнцев. И когда ты станешь офицером, возвращайся в свой полк. Мы будем тебя ждать и примем как родного.